Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе судья приняла присягу в неочередное заседание сессии парламента. Долгожданный ремонт дороги по улице Адыгейская прокладывает асфальт. Прощание с Масленицей, праздник в Очамчире. 9 февраля президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба своим указом освободил Дмитрия Серикова от должности вице-премьера, министра финансов республики, согласно поданному заявлению. Этим же указом глава государства возложил на заместителя министра финансов Ирму Амичба исполнение обязанностей министра финансов. Указ президента вступил в силу с сегодняшнего дня. Сегодня состоялось внеочередное заседание сессии парламента. Главный и единственный вопрос – принесение присяги пятого избранного на последнем заседании Народного собрания члена Конституционного суда Алисы Бигвава. Репортаж Ирины Аршба. 12 февраля на первом заседании весенней сессии парламента был избран пятый, последний член Конституционного суда Абхазии. За Алису Бигвава, старшего помощника генерального прокурора по особым поручениям, государственного советника юстиции 3-го класса, путем тайного голосования проголосовали 23 депутата. 1 против, 2 воздержались от голосования. На том же заседании депутаты присвоили Алисе Бигвава высший квалификационный класс. По закону избранный судья должен принести присягу в присутствии высшего должностного лица страны. С 15 февраля сего года обязанности президента официально возложены на вице-президента Республики Абхазия Габния Виталия Викторовича. В связи с этим Бигвава Алиса Зурабовна приглашена на заседание парламента для принесения присяги в соответствии с законом. Затем избранный судья Конституционного суда Республики Алиса Бигвава приняла присягу в присутствии вице-президента Виталия Габния. Конституционный суд относится к судебной ветви государственной власти. Это орган конституционного контроля. В его компетенции оценка соответствия правовых норм Конституции. Конституционный суд, в отличие от всех прочих судов, вправе отменить закон или иной нормативный правовой акт в случае признания его неконституционным. Ранее парламент страны утвердил в должности судей Конституционного суда Абхазии Людмилу Ходжишвили, Рауля Пантия, Диану Пилия и Нурия Тания. Судьи Конституционного суда утверждаются парламентом по представлению президента сроком на 15 лет. Уровень нашей политической культуры таков, что при каждом референдуме, в особенности связанной с выборным голосованием, ситуация, способная выйти из-под контроля и привести к смуте, дестабилизировав государство и социум. В эти критические периоды становления нашей республики в ее новейшей истории роль Конституционного суда особенно важна. Вес и слово Конституционного суда в лице ее представителей должны быть максимально доверительны для общества, основанные на высокой букве закона, права, совести и справедливости. Члены Конституционного суда могут приступить к работе в течение 10 дней со дня избрания последнего члена суда. Осталось только избрать председателя, и только после этого Конституционный суд Абхазии приступит к выполнению возложенных на него функций. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В Сухуме по улице Адыгейская до села Нижняя Яштха идет асфальтирование дороги. Работы проводятся в рамках российской инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Подробности в репортаже Алики Трапш. Вот уже более 30 лет, как улица Адыгейская находится в плачевном состоянии. Ни по так называемому тротуару, ни по проезжей части не пройти, ни тем более проехать без риска для технического состояния транспорта практически невозможно. Не раз жители улицы обращались во всевозможные инстанции с просьбой обратить внимание на состояние дороги. Периодически на ней проводился ямочный ремонт, но это мало чем помогало. Еще в прошлом году восстановление улицы Адыгейской руководство Абхазии включило в российскую инвестпрограмму. И вот, наконец, после проведения подготовительных работ здесь началась укладка асфальта. Генеральным подрядчиком работ выступает госкомпания «Абхазавтодор». Непосредственно выполняет асфальтоукладочные работы фирма «Абхазрегионстрой». Расчистили дороги, да, спланировали, где-то нужна была подсыпка песчано-гравийной смесью. Подсыпали. Вот.
укатали катком, подготовили так называемую дорожную одежду. И сверху вот пошел у нас асфальтобетонное покрытие толщиной 7 сантиметров и шириной 4 метра. Всего будет заасфальтировано более 3 километров улицы Адыгейской. За 3 дня асфальт проложен уже на 800 метрах. Сметная стоимость работ по укладке асфальта составляет 30 миллионов 456 тысяч рублей. Ширина улицы Адыгейской в ее проселочной части 4 метра, согласно проекту. 2 машины проедут, но, конечно, это не 6 метров и не 9 метров, как центральные дороги. Но это не от нас зависело. Нам какую документацию дали, сметную документацию, на какую ширину, такую мы и делаем. Ближе к городу улица Адыгейская расширяется. Местами ее ширина доходит до 9 метров. Ранее на этой части улицы были установлены бордюры и ливневки. Местные жители рады, что дорога наконец будет приведена в порядок. Сейчас будем ходить культурный, ноги не будем пачкать. А что больше? Огромное спасибо. Работы по укладке асфальта на Адыгейской улице планируется завершить в октябре текущего года. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В нашу редакцию обратились жители улицы Гумской, обеспокоенные работами, которые ведутся рядом с кафе «Бисквит». Жители опасаются, что из-за проводимых работ может возникнуть оползень. В администрации города заверили нас, что все работы проводятся с целью устранения трещины и недопущения движения почвы рядом с кафе. Рядом с подземным переходом возле кафе «Бисквит» возникла аварийная ситуация на склоне. Образовалась трещина. Появилась необходимость устройства подпорной стены. В администрации города на это средств нет. Поэтому было предложено застройщикам кафе «Бисквит» устроить подпорную стенку за свой счет. Однако застройщики начали строительные работы без согласования проекта. В настоящий момент строительные работы приостановлены, ведутся работы по проектированию. После согласования проекта работы будут продолжены под контролем Управления архитектуры и строительства администрации города Сухум. Почистят, приведут в порядок территорию и благоустроят ее. Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с президентом Геннадием Гагуля приняла участие в международной туристической выставке в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Республики. Абхазия была представлена на выставке в качестве нового туристического маршрута в сфере мирового туристического бизнеса. Члены нашей делегации подчеркнули, что в первый же день работы выставки началось давление посольства Грузии в Чехии на администрацию выставки с требованием закрыть абхазский павильон. Тем не менее, это давление оказалось провальным. Во избежание провокаций, о которых заявляли представители грузинской диаспоры, проживающие в Праге, руководство выставки предоставило абхазской делегации официальную охрану на полный рабочий день открытия выставки. Красочный абхазский павильон вызвал огромный интерес у участников и посетителей выставки. Гости павильона с удовольствием дегустировали знаменитые абхазские вина и продукты. На стенде Абхазии прошли деловые встречи. Представители многих туристических фирм выразили заинтересованность в сотрудничестве. Состоялся обмен контактами с целью заключения договоров на поставки абхазской продукции. 21 февраля в московской штаб-квартире Русского географического общества состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве в области археологических и исследовательских экспедиций между Русским географическим обществом и фондом «Горная Абхазия». Первый международный форум «Горная Абхазия» состоялся 24 ноября 2017 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». По итогам форума было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве в области археологических и исследовательских экспедиций между Русским географическим обществом и фондом «Горная Абхазия». В рамках данного соглашения на лето 2018 года запланированы археологические экспедиции к древним стоянкам человека в горах Абхазии. Исследователи планируют установить возможную дату появления построек, определить характер назначения и вероятность их культового использования, реконструировать палеоклиматическую ситуацию региона. Народные гуляния «Широкая Масленица-2018» прошли в пятницу в Очимчире. Праздник вот уже 4-й год подряд организовывает Дом Москвы совместно с Очимчирской районной администрацией.
Масленица – время общих гуляний, общения с близкими, дегустации самых разных блинов. В этом году проводы Масленицы в Очимчире прошли с большим размахом. Театральное представление, концертные номера, ярмарка народного промысла, выставка творческих работ учащихся районных школ. Это не весь список увеселительных мероприятий, организованных Домом Москвы в Сухуме и Очимчирской администрацией. Те, кто готовил в этот день угощения, смело экспериментировали с рецептами теста и начинкой. Они буквально заваливали столы разнообразными яствами. Ну а те, кто ими угощался, порой даже терялись от такого изобилия. Блины тут подавались с вареньем, творогом, сметаной, медом. Любой желающий имел возможность подойти к прилавку с вкусностями и выбрать лакомство. Помимо блинов угощали и пирогами, пряниками. Одним словом, недостатка в еде здесь не было. Подобный праздник Дом Москвы организовывает уже в 4-й раз. В этом году на наше мероприятие в Очимчиру приехало 11 сел, 5 школ. В основном, конечно, мы проводим этот праздник для детей. Но, как ни странно, очень много взрослых. И праздник веселый. Ярмарка собрала большое количество детей. Веселая музыка и хорошая погода сделали праздник еще интереснее. Большое внимание привлекла и выставка творческих работ учащихся близлежащих школ. Сария Смыра, Стамур Гожба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков, к вечеру возможен дождь. Температура воздуха ночью 5-10, днем 9-14 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.